радиослушатели, в эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, также со мной мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Сумхалырова. У нас в гостях российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер, автор ряда книг по новой и новейшей истории, экономике, а также геополитике Николай Викторович Стариков. Здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Иванович Соловьев, директор исторического парка «Россия. Моя история», член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И, конечно же, мой первый такой базовый вопрос. Цель вашего визита к нам в Якутию? Цели сразу две, но мне кажется, они очень хорошо гармонируют и дополняют друг друга. Вот на площадке «Россия. Моя история» прошла моя авторская экскурсия, которая открывает выставку «Острый карандаш» Бориса Ефимова. Это замечательный, выдающийся советский карикатурист. И главная цель этой выставки – показать, что в политике ничего не меняется. Там есть карикатуры столетней давности. Берешь их и видишь, что просто вот как под копирку сегодня происходит то, что уже происходило 100 лет назад. А это опыт, это важно знать, передавать новому поколению. И там же, на площадке «Россия. Моя история», прошла презентация моей 21-й книги «Терроризм. Кому и зачем он нужен». И вот когда она была написана? Она вышла в октябре 2023 года. То есть, эта книга к печальным событиям, которые произошли в Крокус-Сити-Холле, не имеет отношения, но терроризм – это орудие воздействия одного государства на другое. Это инструмент международной политики. В этом смысле карикатуры Бориса Ефимова дают нам понимание происходивших когда-то событий, а моя книга дает понимание того, что терроризм – это инструмент, который раз за разом используется врагами России. Не только России, не только в отношении России, но и в отношении нашей страны очень часто. Поэтому это тоже дает понимание, кто стоит за терроризмом, зачем его используется. Поэтому эти две вещи очень, мне кажется, хорошо сочетаются. И экскурсия, и выставка работ Бориса Ефимова, и моя книга «Террор. Кому и зачем он нужен». Ну, вот стоит отметить, вот что я заметила, открыв вашу книгу, первая страница. Эта книга в первую очередь посвящена Дарье Дугиной и Владлену Татарскому. И всем гражданам и подданным России, ставшим жертвами террористов-убийц. Ну, это действительно так. Я несколько раз садился писать эту книгу, откладывал, писал какую-то другую работу. И когда злодейски была убита Дарья Дугина, и вот на днях исполнилась годовщина со дня теракта, убившего Владлена Татарского, и, кстати, нанесшего огромное количество вреда здоровью еще нескольким десяткам людей. Нужно понимать, что там жертв теракта больше. Слава богу, никто не погиб, но есть очень серьезные ранения, вплоть до потери зрения. Это тоже. Вот эта ситуация и покушение на моего друга Захара Прилепина, в результате которого погиб его друг, но он остался жив, это как стало последней каплей, которая побудила меня сесть, закончить книгу. Поэтому это вот посвящение прямо на первой странице. А предыдущие 20 книг? Они посвящены геополитике, истории, много всего, в том числе. Почему бы я хотел писать книгу по терроризму? Когда изучаешь политику предыдущего времени, да и нынешнюю тоже, обязательно сталкиваешься с каким-нибудь террористическим актом. И когда говорят, что политика – это шахматы, ведь в этом есть не только схожесть сложности комбинаций, но и наработки комбинаций. Вот вы возьмете справочник шахматный, и там будет написано защита Немцовича, еще какие-то комбинации, которые гроссмейстеры знают наизусть. Сицилианскую защиту я начал играть, надо ходить вот так. Или противник играет какую-то тоже комбинацию, которая просчитана, уже описана давно. Вот терроризм – это одна из таких партий, где ходы расписаны заранее. Только это не ход конем или пешкой куда-то, а где пешками становятся совершенно случайные люди, которые пришли на какое-то мероприятие. А вот это давление, которое... Вопросы все равно, да? Вы, наверное, пока писали эту книгу, вы поняли, что как вообще таких людей находят? Да, таких людей найти несложно, потому что, к сожалению, это вопрос... в любом обществе есть преступники, отребья, люди готовы за деньги сделать все, что угодно. Сейчас деньги. Путин на коллегии МВД сказал очень такую хорошую фразу, что там ведь идейных-то почти нет. Любая информация продается и покупается, и поэтому будет куплена информация о том,
кто это заказал, кто это сделал. Но здесь, конечно, важно какие-то конкретные фамилии, посредники, кто привез оружие, да, чтобы все не ушли от наказания. Но когда мы выходим на международный терроризм, нужно понимать, что за каждым террористическим деянием, за каждой террористической ячейкой стоит государство. Государство, враждебное тому, где оно хочет осуществить террористический акт. А это значит, что главные заказчики этих террористических актов, они не будут озвучены. Потому что это фамилия президента Соединенных Штатов, это глава разведки Британии. То есть их можно, конечно, озвучить, но вы никогда не сможете доказать, что глава МИ-6 отдал распоряжение о взрыве в Крокус-Холле. Хотя, вероятнее всего, так оно и есть. К Дмитрию Ивановичу вопрос. Сейчас пока Николай Викторович. Мы чуть-чуть отойдем от этой тяжелой темы. Дмитрий Иванович, как шла подготовка у вас, да, лично, на вашей площадке, чтобы встретить Николая Викторовича Старикова, гостя, который, наверное, очень рад приехать к нам в Якутию. Безусловно. Ну да, я когда в первый раз переговорил с Николаем Викторовичем, я, конечно, даже немножко был удивлен, что с его стороны тоже проявлен такой большой интерес в поездке в Якутию и в организации данных мероприятий. Хотя мои коллеги сообщали, что Николай Викторович проводит такие авторские экскурсии по данной выставке интересной и презентации своих книг в других исторических парках. Но я как-то еще сомневался немножко, что возможно ли это. Да? Я очень хотел. Когда мне сказали, я сразу загорелся. И, конечно же, когда мне сам Николай Викторович написал, я очень этому был рад. Потому что это, конечно же, мы все знаем и видим Николая Викторовича, значит, на экранах наших телевизоров практически в ежедневном режиме. И из его уст, конечно, узнаем очень много интересного, нужного, важного для всех нас. И, конечно, понимаем, что позиция такого очень глубоко знающего проблемы геополитики, значит, истории, она очень важна сегодня для разъяснения, значит, нашим жителям тех, значит, проблем и вопросов, которые существуют, их истоков. И поэтому личное, непосредственное общение с таким человеком, как Николай Викторович, я считал, что это очень важно для наших посетителей, для наших жителей. И поэтому, когда я уже начал непосредственно готовиться к этим мероприятиям, я начал приглашать самых разных людей. Это и члены общественной палаты, это и наши депутаты, и руководители органов исполнительной власти, и общественные деятели, и военнослужащие, и студенты. В общем, я старался взять весь срез нашего общества, чтобы у людей самых разных профессий, значит, интересов была возможность задать лично вопрос и пообщаться с Николаем Викторовичем. А мы, как исторический парк «Россия. Моя история», система сегодня включает 26 исторических парков. Она создана совершенно не случайно. Это, конечно, мы прямо говорим, это очень важный патриотический проект, где мы проводим самые различные мероприятия с всеми слоями нашего общества, которые посвящены истории, культуре, самые разнообразные просветительские проекты, общаемся с детьми, школьниками, молодежью. В общем, мы такие центры притяжения, центры общественной жизни, где мы собираемся и обсуждаем в том числе такие злободневные вопросы. И я хотел бы высказать свое, наверное, такое впечатление от этого всего. Я сам лично очень доволен тем, что вчера происходило у нас в историческом парке, потому что это был полный аншлаг. И на самой выставке, и на экскурсии очень заинтересованно все это слушали люди. И на презентации книги у нас конференц-зал стационарных 116 мест.
Мы поставили 160 мест, и ни одного места не было. Свободно. Понимаете, да. Вот, потом была автограф-сессия, и, значит, где-то 40 минут она длилась. Очередь, вот, люди подходили и хотели пообщаться с Николаем Викторовичем и подписать у него вот эту книгу. Поэтому это яркое событие в жизни исторического парка. И вот благодаря тому, что такая система у нас работает по всей стране, и она развивается, и мы получаем такие интересные выставки, вот благодаря тому, что ассоциация исторических парков, она взаимодействует с другими, значит, структурами, и с обществом знания, и с РВИО, и Русским географическим обществом, да, и вот какие-то такие уникальные проекты, они заходят в нашу систему и становятся достоянием большого количества, значит, жителей разных регионов. Мы очень внимательно следим за вашим телеграм-каналом по всем мероприятиям, кто как. И вот сейчас Николая Викторовича хочу спросить, как вам Якутия? Я пока еще совсем немного был, но я узнал очень много о Якутии, о истории. Здесь огромное спасибо Дмитрию Ивановичу. Он меня подтягивает в том, в чем я отстал. Думаю, что это только первая поездка, потому что мне очень понравилось, и хочется приехать еще посмотреть Якутию в разные времена года. Национальный праздник ИГЭХ обязательно надо приехать к нам. Это в июне месяце у нас будет. Ну, а почему бы и нет? С Дмитрием Ивановичем практически уже. Считайте, что у Николая Викторовича есть персональное приглашение прибыть к нам в летнее время. Да, обязательно. Хочу поговорить по патриотизму. Я очень спорю сама. Очень спорю, когда говорят, что у нас патриотизм в свое время как-то вот он пропал, там или еще что-то. Я в это не верю. Ни в коем случае. Даже не верю, а то, что этого не может быть. Потому что патриотизм всегда у нас, у жителей России, Якутии, всегда был. Был. Он не пропадал. Его пытались вытравить. Вот. Его пытались вытравить, пытались высмеивать это, да, там перефразировали фразу одного британского деятеля, который говорил, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя, искажая ее смысл. Либералы говорили, в том смысле, если ты патриот, то значит ты вроде как негодяй, да? А на самом деле логика у этого деятеля была совершенно другая. Он имел в виду, что даже негодяй может исправиться, если он пропитается идеями любви к своей родине. Вот какой был смысл. Но что мы видим? Вот эти вот господа товарищи, которые учили нас здесь, что родину не надо любить, они из России уехали, приехали в основном в Израиль и воспылали таким патриотизмом, который они высмеивали, находясь здесь. То есть вдруг выяснилось, что, оказывается, патриотизм-то это хорошо. Просто для них патриотизм – это понятие, которое относится не к России. И, наверное, в этом была причина, почему они ее высмеивали здесь. То есть не чувствовали какой-то сопричастности. И вот это одно из открытий, которое произошло после специальной военной операции. Потому что до этого это выглядело как разница мнений. Например, там Андрей Макаревич, иностранный агент, да, вот у него такая политическая позиция. Но когда он пишет, мы поддерживаем наших парней в армии, и имеет в виду не российскую армию, а израильскую, как-то все сразу проясняется. Оказывается, у нас любовь-то к разным армиям, и в этом причина разности взглядов. И оказывается, у нас любовь к разным государствам, и в этом причина разницы взглядов. То есть, оказывается, что огромное количество сторонников либеральных взглядов, они тоже патриоты, просто не России. Просто не России. Тогда все как-то становится понятно. Значит, патриотизм, он присущ всем. Просто один любит Россию, а другой любит Соединенные Штаты Америки. Да. Такие слова правильные вообще сейчас у меня. Получается, с Макаревичем мы все равно попрощались. Понимаете, право выбора. Вот удивительность этой ситуации заключается в том, что даже не мы с ними попрощались, а они попрощались с нами. Потому что патриотически они почувствовали себя более... Мотивация могла быть разная. Там у кого-то квартира в Мюнхене. И он, как же ж так?
если я что-то скажу, у меня заберут квартиру в Мюнхене. И он уехал в Мюнхен и живет вместе со своей квартирой, которая ему дороже родины. Ради бога. У кого-то домик в Израиле. Он туда поехал. У кого-то какое-то странное понимание реальности, что сейчас начнется ядерная война, и она почему-то будет локализована только на территории России. А Израиль – это тихий уголок, где ничего не происходит. Они приезжают, и там начинается очередной виток арабо-израильской войны, которой ни конца, ни края нет, и будет происходить еще, к сожалению, до скончания века. Кто-то за деньги работал на интересы иностранных государств, и он поехал к своим работодателям. Но что это очищение произошло само собой. Ну, представьте, вот вы болеете какой-то инфекционной болезнью, и вдруг все зловредные микробы и вирусы в вашем организме покупают себе билеты и уезжают куда-то в другое место. Ну, этому радоваться только надо. Они сами это делают. Вот поэтому я говорю, за вами не угнаться. Они сами это делают. Да, вот в этом смысле специальная военная операция, она как какое-то лекарство подействовало на общество, потому что эти болезнетворные носители болезнетворных идей, которые здесь пытались высмеивать армию, историю, страну, патриотизм, они уехали. И тем самым они потеряли, значительную, большую часть своего возможности воздействия. Потому что люди это увидели. Вот после этих слов, когда человек за другую армию болеет, как он может обращаться к российской аудитории? Да? Все. Вот весь моральный багаж, он все накопленное, как говорится, куда-то ушло. При этом я хочу сказать, чтобы было понятно. Например, Андрея Макаревича я слушал, когда я был подростком. Это был один из моих любимых музыкантов. Я его песни наизусть знал. Но это не значит, что я буду любить его политические взгляды. А так теперь, и не очень хочется его музыку слушать. Потому что все-таки личные отношения всегда в этом смысле присутствуют. Уехав туда, они практически лишились всего. Там-то их кто слушает, опять же, да? Там кто их принимал там. В моей голове, допустим, вообще не укладывается. Если мы сейчас смотрим сюжеты, фильмы. Тут сложно сказать, понимаете? Вот их патриотизм. У каждого был какой-то свой мотив для отъезда. Да, я постарался некоторые перечислить. Там, может, какие-то более сложные варианты есть. Но есть еще какая-то часть того, что называется русский мир, которая сейчас оккупирована врагами России. В том смысле, можно им сейчас поехать куда-нибудь на гастроли на Украину? Можно. Я не знаю, ездят они или нет. Да, их пустят туда. Есть русскоязычные там постсоветское пространство, иммигранты в каких-то других государствах, тот же Израиль, там Соединенные Штаты, Германия, но это несравненно меньшая аудитория. То есть они взяли свою русскоязычную аудиторию, сузили до нельзя. Бог им судья, как говорится, и Роскомнадзор, да, который вписывает или выписывает из понятия иноагента. Сами сделали свой выбор. Сузилось. Не только зрителей, но и финансово сузилось, соответственно. Опять же, да бог им судья, как вы правильно говорите. Да, тут нас эти проблемы не должны беспокоить. Тем более, что Запад, заинтересованный в информационной войне против России, часть, не всех, из тех, кто оказался там, он их вытащит для ведения информационной войны. И тем хуже у них положение, тем легче они будут договариваться с иностранными разведками, которые придут, конечно, не в виде джентльмена в черном плаще и такой шляпе в очках. Нет, в виде какого-нибудь парня в кроссовках и футболке скажут, вот у нас НКО такое-то, радио такое-то, блогер такой-то. Вы же в сложном положении, мы поможем вам. Вы нам помогите и так далее. Да? Рассказывайте, поддерживайте. То есть дальше они встают вольно или невольно уже на путь, кто на ней не стоял, на этой дорожке, на путь борьбы с российским государством в интересах других государств. Но все это будет замаскировано в какие-нибудь такие одежды, потому что вот эта пилюля предательства в прямом виде, когда, вы знаете, человек понимает, вот это иностранный разведчик, я у него взял деньги, я предатель, это вот один угнал вертолет, вот один, да? Его в Испании настигла заслуженная кара, но он такой один. Таких подонков всегда очень мало. Любой предатель хочет какими-то красивыми
объяснениями свой вот этот путь предательства выстелить. Мы сейчас прервемся буквально на 4 минуты на рекламу и вернемся к нашей беседе. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». И у меня сегодня в гостях российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер, автор ряда книг по новой и новейшей истории, экономике, а также геополитике Николай Викторович Стариков. Дмитрий Иванович Соловьев, директор исторического парка «Россия. Моя история», член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И вот буквально мы до ухода на рекламу мы поговорили о патриотизме, что он есть, он был, но опять же вы нам очень хорошо так все разъяснили, практически что да и как, и где, и кто себя чувствует патриотом. Но сейчас в этом моменте я бы хотела узнать вашу позицию про СВО. Здесь позиция, как говорится, однозначная. Специальная военная операция – это вынужденная мера, на которую пошло руководство России после того, как исчерпало весь остальной инструментарий общения с Западом, который на территории Украины сначала захватил государство путем государственного переворота, а дальше очень быстро развил то, что раньше на Украине шло ползучим, таким медленным направлении. Грубо говоря, борьба со всем русским, запрет русского языка, украинизация. Вот это все было. Но после 2014 года это начало очень-очень быстро. Формировался террористический режим, который развязал гражданскую войну на территории Украины. И Запад постарался втянуть в этот процесс Россию, втянуть в этот военный конфликт. Россия всячески не принимала приглашение на войну. Был период вот этих долгих минских переговоров. Но уже, видимо, другого средства изменения ситуации, кроме хирургического вмешательства, не оставалось. Но при этом мы находимся в таком положении, когда войну никто никому не объявляет. Вот я недавно с коллегами размышлял на тему, когда вообще официально была объявлена война. Режим специальной военной операции – это не режим войны России с Украиной. Да? Россия войну не объявляла Украине. Но и Украина не объявляет войну России. То есть, чтобы это было понятно. То есть, вот этого юридического состояния войны нет. Хотя то, что происходит, по сути, конечно, является военным конфликтом. Так вот, на мой взгляд, последняя война в таком классическом виде, когда она объявлялась, это война, объявленная Советским Союзом и Японией в 1945 году. После этого я что-то не помню войн таких полностью, да, вот как. Возникает вопрос, является ли это признаком времени? Можно сказать, знаете, была такая эпоха, а сейчас наступила вот этакая. Пожалуйста, тот же период берем. Сталин, конфликт на Халхин-Голе с Японией. До этого озеро Хасан. Халхин-Гол – это борьба Японии и Советского Союза на территории Монголии. Участвуют регулярные войска обоих государств. Там несколько дивизий с каждой стороны. Никто никому войны не объявляет. То есть, и тогда тоже такое было. Поэтому это всегда нечто такое особенное, когда обе противоборствующие стороны или группа государств, они решают какие-то серьезные задачи, но при этом они не хотят этого открытого объявления войны как фактор. Еще из исторических примеров, пожалуйста, гражданская война на территории Испании. Это тоже очень похоже на то, что происходит на территории Украины. Ведь там, по сути, гражданская война. С одной стороны, киевский режим, захвативший власть. С другой стороны, Донбасс. В Испании это чуть-чуть выглядело по-другому, но все равно. Да, с одной стороны испанцы, с другой стороны испанцы. И за каждой из противоборствующих сторон, за одной Германия, Италия, а за другой стороной Советский Союз и Мексика, которая тоже поставляла вооружение Испании. И никто никому никакой войны не объявляет. Гражданская война длилась там, по сути, по-моему, 4 года. То есть, такое тоже бывало в истории. Поэтому в этом смысле и новое, но и с другой стороны, это тоже уже бывало. Вы туда ездили?
Конечно, многократно. Я с 2015 года бывал в Донецке, встречался с Александром Захарченко. Ну, так получилось в силу там каких-то общих знакомств, что больше ездил в Донецк, нежели чем в Луганск. И сейчас мы с коллегами еще в 2016 году зарегистрировали благотворительный фонд «Великое Отечество». Вот он примерно каждые 2 недели возит медикаменты в Донецк. Вот нашли нишу, которая необходима. Кроме благотворительного фонда «Великое Отечество» не найти никого, кто именно медикаменты туда возит. Там связи и с гражданскими госпиталями, и с военными госпиталями. Приезжают, забирают эти медикаменты. Поэтому, пользуясь случаем, уважаемые радиослушатели и зрители, легко найти в интернете благотворительный фонд «Великое Отечество». Вот помощь будет потрачена на закупку медикаментов. Если мы уже говорим о медикаментах, исходя из всех новостей, я вообще понимаю, что там медицина застряла еще на периоде перестройки. А вы имеете в виду где? Там, и в зоне ДНР, ЛНР. Это вот сейчас наши города, да, вот эти вот подшефные регионы. И подшефные города едут, наши регионы восстанавливают. И вот в частности посмотреть, вот опять если про медикаменты мы говорим, там, мне кажется, еще нужно вообще глобально помогать. В плане медицины. Вот этот вот весь киевский режим, он свои дела там натворил. Ну, еще до того, как этот киевский режим сформировался как сегодняшняя террористическая хунта, на Украине действительно такое ощущение, что ты попадаешь назад в Советский Союз, только без Советского Союза. Да? Это те же самые здания, те же самые дороги, только за которыми никто не ухаживал вот все время после того, как советская власть ушла. Еще плюс бомбили, оттуда. Стреляли. Ну, это тоже есть. Плюс еще те, кто жили на Украине, их удивляет вот. Это, может быть, удивит наших зрителей, но, тем не менее, их удивляет бесплатность нашего медицинского обслуживания. Да, у нас есть какие-то платные услуги. А вот на Украине, в ее вот недавнем статусе, любой поход в медицинское учреждение, он подразумевал какую-то плату, потому что без этого просто ничего не происходило. Ну да. И вот... Отсутствие необходимости вот этого, оно вызывает приятное удивление у тех, кто из юрисдикции Украины перешел в юрисдикцию России. И вот сейчас вот тогда мы смотрим на все это, мы вообще не понимаем, почему так люди жили. И насколько мы хорошо живем здесь, в России, в Якутии, и на каком уровне все там. И понятно почему. Ну, в этом есть и смысловые какие-то, конечно, нюансы и детали. Но и все-таки мы с вами живем в материке. Россия – это цивилизация, это материк. Украина – это просто отколовшийся небольшой островок. Относительно большой по площади, относительно большой по численности населения – но это именно часть единого целого, которую пытается единому целому противопоставить. Оно не может быть самостоятельным в силу многих причин. Хотя бы в силу того, что Украина нужна Западу просто как инструмент воздействия на Россию. Процветающая, цветущая Украина никому не нужна на Западе. Это молоток, которым стараются по России бить. И не более того. Когда этот молоток сломается, они возьмут что-то другое. Это инструментарий. И вот понимание этого, к сожалению, до сих пор еще самыми широкими массами украинского населения не овладело. Они находятся в определенном искусственно созданном информационном вакууме, где накачивается лживая информация о том, что вот сейчас будут зарплаты, как в Евросоюзе. Ну, и посмотрите, это было бы смешно, если бы не было так трагично. Разрушили свою страну для того, чтобы получить безвиз. Так и безвиз-то закончился. Да, женщины могут поехать в Европу. Но, во-первых, туризм с эмиграцией не надо путать, это раз. Если уж ты хочешь куда-то поехать, в конце концов, и визу можно получить. А мужчины-то не могут. То есть, даже это было очень быстро забрано. Ну, а сейчас идет такое активное освоение, а вернее, завершение освоения территории Украины Западом с разрушением. С разрушением всего того, что там есть, потому что они понимают неизбежность перехода, возвращения
контроля в той или иной форме России над этими территориями, и поэтому они хотят передать России все это в максимально разрушенном виде. Им не жалко ни заводов, ни людей, ни земли, ничего. Поэтому вот таким образом и ведет себя правящий режим, который потом просто улетит куда-то и все, и растворится. Многие, да, уже поняли, что Украина – это инструмент. Инструмент. А чего им от нас-то нужно, если уж так взять? Война, не объявляя войны. Западу нужно путем использования инструмента Украины против России сделать из России инструмент своей политики. Против Китая. Вот. То есть мы им нужны как большой инструмент, гораздо больше Украины, которым они хотели бы бить по Китаю. То есть травить Россию и Китай в перспективе войны – вот задача Запада. Но он это не скрывает. Просто Запад готовится к войне. Многие думают, что он сам собирается воевать с Китаем. Нет, он ищет других, кто будет воевать в его интересах. Если не получится, а не получится сделать из нас инструмент, они будут делать инструмент из Индии. Будут делать инструмент из Японии. Из кого угодно. Из Австралии. Но сами воевать они с Китаем не будут. Вот в этом смысл происходящего. Использование одного инструмента для перехватывания управления другим, более важным инструментом. Так они уже делали. Первая мировая война – это использование России как инструмент разрушения конкурента англосаксов в Германии. То, что сама Россия в этот момент разрушается, ну, им не жалко, и их это никак не печалит. Окей, хорошо, но мы в свое время уже были разрушены. Даже в период Советского Союза, когда вот это вот все изнутри нас громили. Это все немножечко по-другому выглядит. Смотрите, холодная война. Есть США, есть Россия, ну, Советский Союз, Россия. По сути, это большая Россия. Они между собой спорят. У каждого свой блок, свои сателлиты, своя часть мира, которая контролируется. Есть еще часть мира, называемая движение неприсоединения. То есть и нашим, и вашим, так сказать. И тем, и другим дружат. Или нейтральные страны, да, которых сейчас практически не осталось. И после разрушения Советского Союза остаются одни США. Им не нужны инструменты воздействия на кого-то, потому что они единственные великие. И вдруг в ситуации вот этого после разрушения Советского Союза вырастает Китай. Вырастает. Они его выкормили, Китай. Они ему дали технологии. Но Китай все это так удачно использовал, построил огромную экономическую машину. Все, обгоняет их. Этот обгон, он неизбежен. Значит, что нужно сделать? Нужно, чтобы Китай кто-то с дороги сбил в сторону. И начинается формирование не сегодня, не вчера, не в 2014 году, а в 2004, когда на Украине прошли выборы в 3 тура, если вы помните. Когда Янукович выиграл выборы у Ющенко, пришли американцы и сказали: не-не-не, будет 3-й тур. И Ющенко выиграл. Это уже был первый шаг к переформатированию и захвату Украины. То есть это все планы, поскольку речь идет о мировых войнах или мировом господстве, на годы и десятилетия вперед. Вот как это выглядит. Это заранее все просчитывается. И они двигаются в каком-то фарватере. Но тот, кто не понимает, может воспринимать это все как какие-то сиюминутные дела. Ну, да, если вот так, конечно, это все равно стратегически все продумано на несколько десятилетий вперед. Но не факт, что получится, и не получается. Да, не получается. Так что СВО, по сути, это недопущение через 10 лет русско-китайской войны, которая неизбежна в случае прихода к власти в России прозападных сил. Вот просто какой-нибудь иностранный агент, победивший в той или иной ситуации, все, пошел отсчет будущего русско-китайского конфликта. При этом выглядит это будет все замечательно. Запад вложит средства, дешевые авиабилеты в Европу, западные дешевые товары, новые вооружения, красивая форма какая-то. Да, вот вы посмотрите, что сейчас на Украине. Ну, без виз обязательно. Какая же будущая война без визы? Ну что вы, конечно, нет. То есть морковка перед лошадью. Посмотрите, как сейчас подло, используя все лучшие информационные наработки,
обманывают население Украины. Они понимают, что мужчины заканчиваются, надо женщин призывать. Что они делают? Они говорят, мы шьем специальную женскую форму. Вот, смотрите, белье красивое, нижнее для женщин, да, чтобы они себя чувствовали. Это с одной стороны. А с другой стороны обращаются к призывникам уже мужского пола. Иди в армию, ты там найдешь любимую. Ты любимую там найдешь. То есть, к лучшим человеческим чувствам. Или большое количество военнослужащих ВСУ потеряло конечности. Ну, в силу особенностей сегодняшних боевых действий. Что они делают? Они из этого делают не минус, который испугает человека. Ну, как любой человек хочет иметь 2 руки и 2 ноги, правда? Девушка потеряла там ноги, ей первую обложку. Вот как красиво быть без ног. Замечательно вообще. Чудесно. Вот это все огромная пропагандистская машина, которая должна внушать людям какие-то нарративы, которые нужны вот этому спруту, который захватил Украину. И он не остановится. Его можно только, знаете, как в фильме, обрубить ему эти щупальца. Все, он отпускать бедную Украину не собирается. А ваши прогнозы какие? Мои прогнозы – неизбежное успешное осуществление специальной военной операции. Вот о сроках надо спрашивать Верховного Главнокомандующего. Победа за нами. Вне всякого сомнения. Роль Европы. Ну, наверное, такой вопрос, да? Ну, вот, надо об этом спросить. А роль Европы – это подчиненная роль. Роль даже не младшего брата, потому что брата, в общем, любят. А это роль... Да. Знаете, вот в чем разница западного менталитета и российского? Мне сейчас пришло в голову. Вот в некоторых сказках, там, братья Гримм или еще какие-то, сидит какая-то бедная семья. У них много детей. И что она делает? Она думает, слушай, давай мы пару детей в лес отвезем, потому что нам их не прокормить. Пусть они там как-то сами, с волками вместе, с медведями. Да, такой Маугли, в кавычках. Да? Вы знаете какую-нибудь российскую сказку русскую? Не знаю, якутский какой-нибудь, чтобы взяли детей и куда-то увезли, чтобы их съели. Я не знаю. Даже сложно такое себе представить. А у них это нормально. Часто встречающаяся такая история. Ну, так вот детки, которых в лес, это и есть Европа. Там медведь бродит, которому до них дела вообще никакого нет. И они этих деток туда в лес подвозят. Понимаете? Не медведь к ним приходит, а они к медведю лезут. Вот это, мне кажется, очень такое показательное действие. Ведь они зашли в зону действия медведя. А теперь еще туда стараются поляков, прибалтов подвести. Ну, всех, кого им не жалко. А им не жалко всех, кроме англосаксов. Кроме себя любимых. Поэтому они готовы туда подкидывать кого угодно. Вот финнов, шведов, там, пожалуйста, все вперед. Главное, чтобы не им самим было. Очень жаль, что они... Ну, конечно, они понимают. Они все понимают. Ну, кто как. Да. Спасибо большое. Спасибо большое нашим гостям за ваш визит. Приезжайте еще к нам. Спасибо. Национальный праздник ИГЭХ у нас на носу. Дмитрий Иванович. Николай Викторович, обязательно посетите нашу Якутию летом. Вот там вообще все красоты вам откроются в этом плане. Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч.